Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи валь мурсалин набиина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уqдатам мин лисани яфқаху қаули thumma амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. По милости Всевышнего Аллаха, ежедневно увеличивается количество мусульман, которые практикуют ислам в повседневной жизни. И в связи с этим появилась потребность разъяснить мусульманам ахкамы, нормы, правовые нормы финансовых, имущественных взаимоотношений. И по инициативе нашего муфтия, шейха Салаха, мы решили провести курсы по финансовой грамотности для мусульман. Иншаллах, эти курсы, эти уроки мы постараемся достаточно доступно, подробно разъяснять все, чтобы их могли понять даже люди, которые не имеют исламского образования. В чем важность этих курсов? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслимин». Учеба является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина. Этот хадис понимается не в прямом смысле, что люди должны посвятить, все мусульмане должны посвятить свою жизнь учебе, но понимается так, что когда человек сталкивается с чем-то, то он должен в этой сфере получить минимально необходимое количество знаний, то есть постичь азы в религии. Например, когда человек достигает совершеннолетия, он обязан совершать ежедневно молитву. Следовательно, он должен выучить, как правильно совершать молитву, что портит молитву. Также, когда, например, настанет месяц Рамадан, человек должен знать, что нарушает пост, что запрещено во время поста. И, то есть все, что связано с постом, минимальное, то есть азы. Также, когда человек отправляется на хадж или умру, он должен изучить то, что поможет ему совершить хадж и умру. И когда человек занимается предпринимательской деятельностью, что-то продает, покупает, имеет с людьми финансовые или же имущественные взаимоотношения, то он, естественно, должен интересоваться, что является запретным, что является дозволенным, потому что если он запретным путем будет зарабатывать, то он сам будет есть из запретного, кормить свою семью из запретного. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе о человеке, который мат'амуху харам, мальбасуху харам, машрабуху харам, который питается запретным, одевается запретным путем, пьет запретные и поднимает руки к небу и просит Всевышнего: «Я Раб, говоря: о Господи, Господи». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Фа ана юстаджабу лизалик». И каким образом он рассчитывает получить ответ на мольбу. Также важность этих курсов заключается в том, что когда люди начинают заниматься бизнесом, например, партнеры, у них отношения складываются дружеские, приятельские, хорошие отношения. Но рано или поздно у них начинаются финансовые разбирательства. И Духовное управление мусульман Чеченской Республики занимается урегулированием возникающих конфликтов после того, как они обращаются в Духовное управление. И, например, когда принимается решение в соответствии с исламом, шариатом, зачастую люди бывают удивлены, некоторые шокированы, что решение было принято не так, как они рассчитывали, то есть не ту прибыль получил человек и так далее. Виной всему этому является то, что они не
придерживаются того хадиса, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслимин», что учеба является индивидуальной обязанностью каждого мусульманина. И, иншаллах рахман, мы проведем курсы, то есть уроки. Будут уроки, они, иншаллах, короткими. И максимум у нас будет, иншаллах, до 15 уроков. И за все эти уроки мы пройдем все разделы финансовых взаимоотношений. После того, как мы пройдем эти разделы, мы уже будем останавливаться уже на актуальных вопросах сегодня, с которыми люди сталкиваются, и потихоньку у людей будет представление, каким образом должны они вести взаимоотношения финансовые и имущественные. Итак, в этих уроках мы будем проходить следующие главы. Бабуль Бэй, глава о купле-продаже. Потом вот эти мы все главы, которые будем проходить, мы будем проходить по книге Нихаятут Тадриб, автором которой является Яхья Нуруддин Аль-Амрити, рахимахуллаху та'аля, ученый X века. По его книге мы будем проходить. И во всех книгах фикха, когда уже начинается муамалят, взаимоотношения, первым стоит Бабуль Бэй, глава о купле-продаже. Потом Бабуль Риба, глава о лихаимстве, то есть о ростовщичестве. Потом Бабуль Хияр, глава о праве на расторжение в одностороннем порядке, расторжение договора. Бабу Бэй Thimари Вазуруи, глава о продаже фруктов и посева, то есть овощи, фрукты, плоды, посевы. Бабу Салям. Далее мы пройдем главу о заказе, каким образом нужно заказывать. То есть Ас-Салям – это продажа с отсроченной поставкой. Потом Бабуль Икради, глава о займе, заем. Бабуль Рахни, глава о залоге, залоговом имуществе. Бабуль Хаджри, глава об аресте имущества, а также когда человека лишают гражданских прав и когда его сделки недействительны. Бабу Сульхи, глава о примирении. Это когда, допустим, люди, между ними были финансовые или имущественные взаимоотношения, и они решили прийти к мировому соглашению. Далее Бабуль Хаваля, это глава о переводе долга. Например, когда один должен второму, а третий должен первому, и этот первый хочет перевести этот долг на второго. То есть это называется Бабуль Хаваля, глава о переводе. Потом Бабуль Даман, глава о поручительстве. Далее Кафаля Туль-Бадани, когда поручается за человека. Есть поручительство за имущество и поручительство за человека. Далее Бабуль Шарикати, глава о компаньонстве, то есть как вести бизнес в компании. Бабуль Вакаля, глава о агентском соглашении. Бабуль Икрар, глава о признании, когда человек признается своей задолженности, или же когда перед кем-то он чем-то обязан. Бабуль Ария, глава об Ария. Ария – это когда ты что-то даешь в аренду безвозмездно, то есть бесплатно. Бабуль Госби, глава о незаконном присвоении чужого имущества. Бабуль Шуфати, глава о кондоминиуме. Бабуль Кирады, Аль-Кирад и Аль-Мудараба – это синонимы, то есть это доверительное управление. Когда человек кому-то дает, например, деньги, чтобы он занимался бизнесом, называется Кирад или же Мудараба. Бабуль Иджара, далее будет у нас глава про аренду, платную аренду. Потом Бабуль Джуаля, глава о вознаграждении, когда ты что-то обещаешь например, кто найдет мою утерянную вещь, тот получит такое-то вознаграждение. Называется Бабуль Джуаля. Бабуль Вакфи, далее глава о вакфном имуществе. Бабуль Хиба, далее глава про подарок, то есть нормы подарка. Бабуль Луката, глава
о находке, что делать с найденным имуществом, и бабуль вадиати, глава о депозите. Иншаллах, мы сегодня пройдем бабуль бэй, глава о купле-продаже. Ясиху, бисмиллахи рахмани рахим, итак, ясиху бэй у хадирин юшахаду, продажа вещи, которая в наличии, хадир, юшахаду, ее можно увидеть, продажа такой вещи действительно, вабэй у шейин лам юшахад фасиду, а продать вещь, которую человек не увидел, является недействительной, потому что в этом есть гарар. Гарар – это когда последствия чего тебе неизвестны. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наха ан бэй аль-гарари, запретил продавать, если сказать метафорически, продавать кота в мешке. То есть ты, когда что-то продаешь или же покупаешь и не знаешь, что ты купил, и его последствия, это называется бэй аль-гарар. Такая продажа недействительна. Например, человек, продавец, у него есть дом, ты хочешь купить дом, ты этот дом не увидел. Он тебе сказал, вот такой-то хороший дом. Хорошо, он тебе продал этот дом за приличную сумму. И ты, когда увидел этот дом, ты удивился, шокирован. Я же не знал, что он такой, ты же так сказал. И чтобы вот этих проблем, разбирательств не было, для того, чтобы защитить права потребителей, в исламе у нас большинство норм в финансовых взаимоотношениях установлены для того, чтобы защитить простой слой населения, незащищенный слой населения. Итак, чтобы сделка была действительной, человек должен увидеть эту вещь, которую он покупает. Лакин, однако, есть исключение. Ясиху бэй'у шей'ин мультазам фи димматин биль васфи. Считается правильной продажей вещи, когда человек обязуется поставить ее биль васфи по характеристикам бэй'ан, либо продажа, ау салям, либо же заказ. Например, если эта вещь стандартная, например, iPhone 15 Pro Max, там столько-то гигабайт, стандартная вещь. Ты продаешь телефон, к тебе пришел покупатель. У тебя этого телефона сейчас с собой нет, он у тебя на складе лежит дома, но у тебя он есть. Ты можешь этот телефон ему продать биль-васфи, то есть по характеристикам, по четким характеристикам, если эта вещь стандартная, потому что в этом никакого гарара нету. Сам iPhone как таковой, людям он известный, он увидел, просто он тебя его купить, ты можешь ему продать и потом отдать этот телефон. Естественно, если в этом телефоне будет какой-то дефект, то он его вернет, но так там никакого гарара нету. Это будет бая. А салям – это когда у продавца вообще нету его, ни с собой, ни на складе, ни дома нету этого телефона. В таком случае это уже является заказ. То есть это является исключением. Потому что салям, он дозволен из-за нужды. Потому что люди всегда во все времена нуждались в чем-то, то есть заказывать товар. А что касается продажи по описанию, это то, что у тебя есть. То есть ты этим владеешь, и ты продаешь его, тот товар, который у тебя есть. Это бэй' биль васфи, вот это, в этом разница между салямом и бэй'ам биль васфи. Теперь, ида джара фи тахирин, если эта вещь чистая в шариатском понимании. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха харама бэй'аль хамри валь мейтати валь хинзири валь ансаби», что Всевышний Аллах запретил продавать спиртное, мертвечину, истуканы, свинину. И по аналогии с этим продавать то, что является нечистым в шариатском понимании, например, кровь. Ее продажа недействительна. Человек может быть благотворительно дать свою кровь донорам крови, но продавать свою кровь ему не дозволено. Значит, вещь должна быть, первое условие, должна быть
в наличии, чтобы он мог бы увидеть ее, либо же по четким описаниям, то есть стандартная вещь. Далее вещь должна быть тахир, чистой в шариатском понимании, то есть ма'лум известный, то есть продавец и покупатель, они должны знать количество, характеристики, объем, чтобы не было никакого риска. Бихинтифаун. И вещь, следующее условие, бихинтифаун, вещь должна быть полезной. Например, нитка. Ты не можешь продать нитку, то есть такая продажа, она не считается действительной, потому что какая польза может быть от кусочка нитки для покупателя? Вещь, которую покупают или же продают, вещь должна быть полезной, то есть какую-то пользу, какую-то принести тебе. Для тебя как таковая польза должна быть. И мумкинит таслими. Следующее условие. Человек должен быть в состоянии передать эту вещь покупателю. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля бай'a илля фима тамлику». То есть продажа того, чем ты не обладаешь, недействительно. Например, ты продаешь птицу. Она принадлежит, эта птица, тебе. Но эта птица улетела. И нет гарантии, что ты ее сможешь поймать. Потому что эта птица, она может навсегда улететь. Несмотря на то, что она тебе принадлежит, ты ее не можешь продать, потому что там имканiyat, тут таслим нету, то есть нет возможности передать ее. Мин маликин, передать должен быть, иметь возможность хозяин, ауман лаху вилая, либо же тот, кто имеет полномочия на передачу. Бисыгатин сарихан, прямой формулировкой, то есть, например, я продал тебе этот телефон за столько-то. Это является иджаб. В современном языке это называют оферта. Валь-кабуль, согласие, называют акцептом. Это прямая формулировка. Аукиная, либо же косвенная. Косвенная, это, например, ты написал: я продал тому-то такой-то телефон за такую-то стоимость. Это называется киная, косвенная формулировка продажи. Она действительно, если ты написал это с намерением продать. Валя ясиху мутлакан бай'уль гharар. И абсолютно, то есть прямая формулировка и косвенная формулировка, есть у тебя наличия нету. Бай'уль гharар, продажа, в котором последствия чего неизвестно, она недействительна. Валя маби'ун кабля кабдин му'табар. Также продажа того, что ты еще не забрал, тоже недействительна. Например, опять же, телефон. Я почему привожу в пример телефон? Потому что, чтобы было понятно, то есть самое такое доступное, то, что с чем чаще всего сталкиваются. Например, к тебе пришел покупатель, говорит: у тебя есть iPhone 15? Ты говоришь ему: подожди секундочку. Звонишь другому продавцу: у тебя есть, говоришь, телефон такой, iPhone 15? Он говорит: да, я у тебя его купил, хорошо. Ты у него этот телефон купил, все, этот телефон твой, то есть ты его купил, но продать ты его этому продавцу, покупателю не можешь. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля таби анна шей'ан хатта такбидаху». Ни в коем случае не продавай вещь, пока ты не заберешь ее. Опять же, этот хадис, этот принцип нацелен на защиту прав потребителей. Ты купил у этого, допустим, человека, который там находится через несколько лавок или через несколько улиц. Ты купил у него телефон по рыночной стоимости, добавил стоимость дополнительно, задержал этого клиента и дороже ему продал. Если бы ты его оставил бы, он 5 минут прогулялся бы, нашел бы этот телефон подешевле и купил бы его. Значит, условием является, чтобы ты эту вещь забрал. Даже если ты эту вещь хозяин, например, купил, ты должен эту вещь забрать. Например, если это зерно, ты купил его,
скажем, тонну зерна, оно на складе, на чужом складе, ты не можешь его дальше продавать, если ты этот склад не арендовал у этого продавца. То есть ты это зерно должен забрать. Это делается для того, чтобы защищать, то есть чтобы не было надбавок, чтобы цены были нормальные, приемлемыми для простого населения, простых людей. Значит, подводя итоги этого раздела, мы скажем, что условия, чтобы купля-продажа была дозволенной и состоявшейся, является, чтобы вещь была чистой, известной, конкретика была полезной, чтобы можно было ее отдать, то есть передать от хозяина или же от его представителя. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.